генетики. А сегодня работодатели уже ждут их на своих рабочих местах. Чтобы подросток понимал, что он хочет делать, когда закончит школу, и не терял ценные годы жизни, меняя одну профессию на другую, важно уже сейчас активно искать себя, узнавать о профессиях и пробовать их на практике. В этих целях в 2018 году в стране запустили масштабный профориентационный проект «Билет в будущее». Его цель – помочь школьникам 6 по 11 классов в выборе будущей профессии и образования, научить ребят осознанно принимать решения. Вот уже 5-й год в проекте участвуют лучшие педагоги, психологи, профориентологи и работодатели страны. Они помогают каждому ребенку найти свою индивидуальную профессиональную траекторию и начать развиваться в профессии. Республика Саха-Якутия с самого начала является активным участником проекта. За эти годы свыше 15 тысяч школьников региона прошли комплекс мероприятий профессиональной ориентации, профориентационную онлайн-диагностику, побывали на профессиональных пробах, примерили на себя множество самых разных профессий, послушали профориентационные уроки и посетили интерактивные занятия от педагогов-навигаторов и стали участниками мультимедийной выставки «Лаборатория будущего». А педагоги региона повысили свои профессиональные компетенции и получили рекомендации и инструменты для практической работы с детьми. Во время мероприятия я узнал много о моей будущей профессии, которую я выбрал, про сферу IT. Я уверен, что многим детям тоже понравилось это мероприятие. Мы пришли в исторический парк, чтобы посетить выставку «Билет в будущее». Я заранее зарегистрировался в сайте «Билет в будущее» и пришел тест. Я узнал из этих тестов, что я подхожу более к IT-профессии. Конечно, нужен толчок школьникам, чтобы определиться. Они должны много практиковаться, много чего пробовать. Впервые в Якутии с 18 по 22 октября на площадке исторического парка «Россия. Моя история» пройдет ключевое событие проекта «Билет в будущее» – фестиваль профессий, приуроченное столетию образования Якутской автономной советской социалистической республики. Фестиваль профессий – это уникальная региональная профориентационная площадка, объединяющая 3 столетия вместе. В эти дни свыше 800 школьников Якутии ознакомятся с разнообразным миром профессий в экспозиционном, мультимедийном и практикоориентированном формате. Познакомьтесь с новыми возможностями, вдохновитесь нашими идеями в своей работе, получите свой билет в будущее вместе с нами. Республика Саха-Якутия уделяет большое внимание подготовке высококвалифицированных кадров для всей отраслей экономики региона и страны. И мы очень рады тому, что в эти дни наша республика стала центром проведения мероприятий профориентационной повестки. Слово предоставляется управляющему директору Фонда гуманитарных проектов, федеральному оператору проекта «Билет в будущее» Ивану Владимировичу Есину. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Несколько тезисов. Во-первых, хочется поздравить исторический парк города Якутска с 5-летием. Мы отмечаем эту дату в эти дни. И 5 лет назад, когда открывался этот парк, мы, конечно, не могли представить, что будет такое развитие, что парк обретет свое абсолютно уникальное место среди учреждений и культуры, и среди учреждений, которые занимаются образовательными проектами. Поэтому я хотел от всей души поздравить коллектив Якутского исторического парка с 5-летием. А то, что сегодня мы здесь видим выставку, посвященную столетию, и выставку, посвященную профориентации, доказывает, что формат мультимедийного исторического парка является востребованным. Коллеги, я вас поздравляю. Да, давайте поаплодируем этому большому трудовому ресурсу. Второй тезис. Мы вот только что побывали на прекрасной выставке, которая посвящена столетию республики. Я впечатлен, потрясающая работа. И чем я вдохновился сегодня? 100 лет назад отцы-основатели республики поставили определенные задачи по ее развитию. И из этой выставки я понял, что эти задачи за 100 лет были выполнены. Вот сегодня очень много ребят, школьников присутствует здесь и будет участвовать в билете дальше, не только в формате фестиваля, а следующие цели на 100 лет республики ставить школьникам, потому что они в ближайшее время выйдут на рынок труда.
А чтобы их ставить правильно, нужно любить то дело, которым ты занимаешься. И в этом смысле профориентация для современного российского государства, для его региона, для республики является таким важным инструментом, который однозначно даст правильный результат, обеспечивая тестирование и диагностики, после которого ребята могут понять, в чем они талантливы, где они могут себя применить, узнавая с помощью экспозиции, какие есть профессии в той сфере, которая для ребят является рекомендуемой. Проходя профессиональные пробы в учреждениях среднего образования, на площадках партнеров, ребята могут понять, в чем они могут быть счастливы в своей жизни, счастливы в каком труде. Это очень важно, потому что мы все хотим, чтобы нас лечили грамотные врачи, чтобы учили потрясающие педагоги, а чтобы строители, которые у нас строили качественно и желательно быстро. А это все начало этой большой работы, это профориентация. Поэтому хочется высказать благодарность республике за то, что большое внимание уделяет этому направлению. Хочется поблагодарить нашего регионального оператора и министерства за то, что дали нам эту молодую команду, которую, собственно, мы сегодня видим результат ее работы, и пожелать всем нам больших успехов в профориентационной работе. Хоть фестиваль у нас масштабный, но на самом деле мы понимаем, что десятки тысяч школьников нуждаются в профориентации, и в этом смысле у нас много задач. За работу, товарищи. Поздравляю всех! Спасибо, Иван Владимирович. Слово для приветствия предоставляется руководителю Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия Иннокентию Афанасьевичу Оконечникову. Пожалуйста. Всех участников нашего прекрасного фестиваля поздравляю с открытием. И все такие крупные мероприятия в этом году у нас посвящены столетию создания Якутской ССР. И этот год, наверное, такое время, когда надо делать выводы, куда идем, как идем, что сделано не так, что можно улучшить, Поэтому именно в этот год мы такие большие мероприятия провели. Поэтому всех ребят, всех кураторов, координаторов, организаторов поздравляю еще раз. И хочется сказать, что у человека в жизни, наверное, два момента, когда он выбирает свое будущее. Первое, когда он выбирает свою супругу или мужа, это когда свою половинку выбирает, а второе, это когда выбирает свою будущую профессию. Поэтому выбор профессии это один из, второй или первый по важности, самый важный выбор для любого человека, Поэтому и этот фестиваль «Билет в будущее», республика включилась туда с самого начала, с 2018 года, и когда связали с музеем, я считаю, сегодня только подумал, что это очень удачно, когда человек приходит, видит, что было, например, 100 лет назад тут, и что сейчас есть, и как поменялось, и дальше будет как развиваться. Например, 100 лет назад республика наша была, в основном аграрной, промышленности не было, а сейчас очень динамично развивающаяся такая индустриальная промышленная республика. И планы на будущее очень большие. Планируется там IT-направление очень сильно развивать, не только добыча полезных ископаемых, Поэтому для каждого из вас есть свой билет в будущее, и хочу, чтобы этот билет был очень удачным. Спасибо. Спасибо, Иннокентий Афанасьевич. Слово предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история» Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Мне очень приятно сегодня среди вас видеть наших дорогих гостей, Ивана Владимировича, моих коллег, директоров парков, команду Фонда гуманитарных проектов и наших коллег, которые сегодня будут присутствовать, не только присутствовать, будут принимать активное участие в наших мероприятиях.
так как для нас это очень важное событие, такие выставки, это новое направление нашей работы, это очень важное направление нашей работы, которое, конечно же, отражается на всем нашем обществе, потому что когда мы видим горящие глаза, когда мы видим увлеченных детей, которые с помощью этого проекта настраиваются на какую-то конкретную профессию или специальность, это, наверное, самое важное и ценное для нас всех. Я хотел бы выразить большую благодарность Ивану Владимировичу и коллегам из фонда, федерального оператора этого проекта, за то, что такая задумка, такая архитектура, в которой был встроен исторический парк, она состоялась и она развивается. И я думаю, что и дальше будет развиваться и приносить очень важные и ценные плоды. Я хотел бы всех, кто причастен к этому проекту, за эти дни провести очень плодотворную работу и достичь самого главного, чтобы наши дети нашли свою точку опоры в профессии, какой-то будущей своей профессии. Спасибо всем. Спасибо, Дмитрий Иванович. И к микрофону приглашаем социального педагога, педагога-навигатора общеобразовательной школы номер 16 города Якутск Галину Николаевну Ермолаеву. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости. Я что-то волнуюсь, действительно, такая встреча, потому что ежедневно я смотрю и встречаюсь онлайн с нашими гостями, которые нас консультируют по билету в будущее. Но я являюсь классным руководителем, социальным педагогом в 16-й школе и классным руководителем 9 класса. В прошлом году мы включились в этот проект. В прошлом году мои дети были в 8 классе, в этом году они в 9 классе, и они, конечно, повзрослели и очень осознанно подходят к выбору своей профессии. Многие уже выбрали, и поэтому я надеюсь, что к концу проекта они уже, конечно, конкретную свою профессиональную траекторию выстроят. Я хочу сказать большую благодарность разработчикам платформы и вообще всем организаторам проекта, и главное лекторам, потому что лекции настолько интересные, настолько увлекающиеся, хотя у нас, я извиняюсь, они проходят в 9 вечера, 8 вечера, да, по-нашему, но все-таки мы приходим после работы и слушаем, или в записи, да, может, это тоже очень удобно, и сам развиваешься, очень много узнаешь. И вот особенно нравится вот в этом году, в прошлом году не было конструктор будущего. Это что-то, какое-то великолепная, как сказать, разработка, да, такая. И еще хочется подчеркнуть, что лекторы настолько все доходчиво, все конкретизировано. Там только нажимаешь на кнопочки, и все, тебе выходит весь материал. Ну, конечно, ты тоже какие-то творческие моменты в связи с индивидуальными особенностями своих детей мы тоже вносим. Допустим, там уроки, там, смотря от своего класса, да, от готовности своего класса и так далее. И в этом году, допустим, в прошлом году мы брали в основном старший класс, 9 и 10 класс, но в этом году мы решили, что надо начинать именно с 6 класса. Мы хотим посмотреть вот динамику, как дети вырастут в плане профессионального развития на будущий год, в 8 классе и в 9 классе. Должна у них выстроиться конкретная, в общем, промониторить хотим вот этих детей. Поэтому нынче мы, конечно, взяли 2 шестых, ну, 8 и 9 тоже классы. Еще раз я хочу выразить большую-большую благодарность Ивану Владимировичу, да, и всем. Я вот вижу здесь наши лекторы, с которыми мы встречаемся каждый вечер онлайн. Спасибо вам большое, огромное. И хочется еще раз сказать, что этот проект действительно настолько масштабный и настолько нужный в
В мои годы мы не знали, куда нам идти, или учитель, или врач. Все, больше у нас не дано. Сейчас такое разнообразие профессий, и дети погружаются. Мы уже прошли в нашей школе 2 модуля. Проект состоит из 6 модулей. Мы прошли профориентационную руки, все прошли, все диагностику тоже прошли. Сегодня ребята приехали на 3-й модуль, это на профпробы. И 24-го у нас будет еще тоже значит, мультимедийная выставка. Ну, в общем, всем желаю здоровья, мирного неба. Все у нас получится. Спасибо большое. Спасибо, Галина Николаевна. Уважаемые гости, на этом торжественном открытии фестиваля профессии «Билет в будущее» и выставки «Лаборатория будущего» заканчивается. Мы приглашаем всех на экскурсию по фестивалю профессий и по выставке «Лаборатория будущего». Экскурсию для вас проведет наш экскурсовод Антон Игоревич Ябушев. Последуйте за ним, пожалуйста.